Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Будапеште состоялись переговоры между президентом Туркменистана и премьер-министром Венгрии. Джо Байден пригласил глав государств Центральной Азии на саммит в США. В Ашхабаде началась подготовка к отопительному сезону и другие новости. Вопросы расширения туркмено-венгерского партнерства по ряду актуальных направлений обсудили в Будапеште президент Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Виктор Орбан. Напомним, в столице Венгрии глава Туркменистана находится с рабочим визитом. Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, особое внимание на переговорах было уделено развитию взаимодействия в политико-дипломатической, энергетической, индустриальной и транспортно-коммуникационной отраслях, а также в области спорта. На первый саммит в формате С5+1, который планируется провести во второй половине сентября, пригласил глав государств Центральной Азии президент США Джо Байден. Встреча намечена в рамках Генассамблеи ООН. С5+1 – это региональная дипломатическая платформа правительства Соединенных Штатов плюс правительств Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан. В Москве прошла встреча глав дипломатических представительств Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Поводом для совещания послужил Международный день Каспийского моря. Стороны обсудили различные аспекты совместной работы в Каспийском регионе и поделились своими мнениями по поводу укрепления сотрудничества. За период с апреля 2022 года по март этого года экспорт из Туркменистана в Великобританию вырос на 400% и составил 15 миллионов фунтов стерлингов. За отчетный период общий товарооборот между Великобританией и Туркменистаном увеличился на 30% и составил 52 миллиона фунтов стерлингов. Молодежная организация Туркменистана имени Махтум Кули стала официальным членом глобального молодежного сообщества ЮНЕСКО. Глобальное молодежное сообщество ЮНЕСКО представляет собой уникальную мировую платформу, созданную и управляемую молодежью, которая нацелена на развитие взаимодействия и сотрудничества между молодежными инициативами ЮНЕСКО и иными схожими проектами. Подготовка к следующему отопительному сезону началась в столице Туркменистана 19 августа. Управление ЖЭО Беркаралыкского этапа Ашхабада сообщает, что проводится запуск системы центрального отопления с пробной опрессовкой труб. В связи с этим жителей просят закрыть все краны на батареях и проверить состояние труб в квартирах. Стоит отметить, что подобные процедуры позволяют выявить уязвимые места и провести ремонтные работы до начала отопительного сезона, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем в период отопления. Чат GPT провоцирует студентов лениться и делает их глупее, уверяют преподаватели в университетах. В феврале 2023 года нашумела история о российском студенте, написавшем дипломную работу с помощью искусственного интеллекта. Работа была засчитана, хотя и стала причиной скандала в университетском сообществе. Российский студент, воспользовавшись помощью искусственного интеллекта, по крайней мере, отредактировал ее, чтобы она не производила впечатление, созданное роботом. Однако, по словам представителей зарубежных университетов, многие студенты ленятся даже отредактировать работы, созданные чат GPT. Киргизстан передал Узбекистану 4 пансионата на берегу озера Иссык-Куль в долгосрочное пользование на 49 лет. В настоящее время 4 пансионата «Золотые пески», «Рахат Дилором» и недостроенный «Бустон» признаны убыточными по причине неудовлетворительного состояния и изношенной инфраструктуры. В свою очередь, узбекские инвесторы выразили готовность вложить средства в каждый из пансионатов в размере от 15 до 20 миллионов долларов. В финале женского чемпионата мира по футболу, который проходил в Австралии, сборная Испании обыграла Англию со счетом 1-0. Для испанок это первый титул чемпионок мира в истории. Для англичанок же серебро стало лучшим достижением на мировых первенствах. В матче за третье место Швеция победила Австралию со счетом 2-0. Австралийкам пришлось довольствоваться 4-м местом, что является их рекордным результатом на женских мундиалях. Китчи одержал победу над Тайпо в первом туре гонконгской премьер-лиги по футболу сезона 2023-2024. Матч завершился победой хозяев со счетом 3-0. Туркменский полузащитник Китчи Руслан Мингазов, который был признан лучшим игроком гонконгской премьер-лиги прошлого сезона, вышел на матч в стартовом составе и отметился 2 голевыми передачами. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.